Творчество – постоянный спутник детства. Ребенок – это личность, которая стремится к познанию, к чему-то новому и интересному. Детям хочется пробовать себя в самых различных направлениях, и есть желание достигать высот уже сейчас. Именно поэтому было решено в Гагрском филиале образовательного центра STEM Lab открыть двери новой аудитории, где будут проходить творческие занятия. Здесь мы будем создавать все вручную, без использования техники. Здесь будут проходить различные творческие занятия. На данный момент у нас производится набор на курсы по шитью, по рисованию, по лепке. Мы будем тут шить аксессуары, одежду, создавать картины, лепить. Также будем изучать дизайн и композицию. STEM Lab – это первая IT-школа в Абхазии, где с первого занятия дети погружаются в мир технологий и осваивают азы компьютерной грамотности. Здесь в течение 3 месяцев можно пройти курсы по множеству направлений. Популярный курс среди детей – Code Monkey, отмечают родители. Эта игра предназначена для тех, кто только учится программировать или хочет приобрести определенный навык. Мой ребенок выбрал именно Code Monkey, так как на этом курсе дети изучают язык программирования в формате игры. Им оказалось это очень интересно. После окончания этого курса она захотела пройти все виды курсов, такие как диджитал-иллюстрация, так как при рисовании используются современные технологии, такие как планшеты и ручки. Юные программисты в предвкушении новых открытий. Они полны творческих затей, ведь курсы способствуют развитию креативного мышления. Дети будут заниматься всем, что можно сделать своими руками. Я бы хотела слепить всех своих друзей и их порадовать своими подарками. Мне очень нравится в STEM-лаборатории. Я жду и не дождусь следующего курса. Учитель Эмир очень хороший, с ним весело и интересно. В 2018 году при поддержке благотворительного фонда Амшра по инициативе молодых специалистов в сфере IT-технологий во главе с Дамием Джонуа в Сухуми открылась IT-школа. После открытия STEM-лаборатории в столице предложения обучать школьников IT стали поступать из других районов, но открыть филиалы возможности не было. А в 2022 году проект поддержал Фонд образовательных и информационных технологий, который основал Олег Барцец. Он и содействовал открытию нового творческого курса. Идея создания в Гаграх такого обучающего, развивающего образовательного центра на основе информационных технологий пришла к нам в голову с основателем STEM Lab Дамием Джонуа некоторое время назад. Довольно быстро, я считаю, мы реализовали этот проект. И сегодня я с чувством глубокого удовлетворения могу сказать, что мы это сделали точно не зря. Достаточно серьезное число наших детишек уже получили образование вот в этом первоклассно оборудованном, оснащенном пространстве образовательном. И я думаю, что мы на правильном пути, можно уже какие-то итоги подвести. За 2 года, как вы правильно сказали, более 330 детей уже получили сертификаты, то есть они прошли разнообразные курсы. Подавляющее большинство детишек, пройдя один из курсов, потом переходили на обучение еще чему-то. Инициативу открыть IT-школу в Гагрском районе поддержали также в интернет-компании «Гагра-Телеком». Компания по сей день оказывает помощь STEM-лаборатории. Спустя уже 2 года, оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что наша команда смогла сделать такой проект интересным, доступным для детей. Это позволит открыть новые горизонты, обучаться, развиваться. Сегодня это очень актуальные профессии, специальности, навыки, которые могут здесь приобрести. Группа в творческий класс еще формируется. В планах также начать занятия по подготовке к поступлению в вузы. Это будет академический рисунок, живопись и другие различные направления. STEM Lab в поисках активных ребят, готовых делиться своим опытом. Главное умение – работать с детьми. Филиал образовательного центра STEM Lab находится в Гагре по проспекту Ардзенба, 147. Сырья Кварцхеля, Даур Цулукия, Абхазское телевидение.